13 апреля средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,13 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,97 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,91-39 до 10,94 сомони, 1 евро от 11,97-15 до 12,20 сомони, 1 российский рубль от 0,1325 до 0,1355 сомони. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются после двухдневного роста. Цена на нефть марки Brent составила $87 за баррель, марки ВТИ $82.99 за баррель. Цена на золото растет в четверг утром и составляет $2032.05 за тройскую унцию. Рынки продолжают оценивать статистику по инфляции в США за март. Товарооборот между Россией и Таджикистаном в 2022 году вырос на 18,3% и составил $1,4 миллиарда. Об этом заявил по итогам прошедшей в Душанбе биржи контактов малых и средних предприятий двух стран вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Падалко, сообщает Интерфакс. По итогам 2022 года, по данным ФТС России, двухсторонний товарооборот увеличился по сравнению с 2021 годом на 18,3% и составил $1,4 миллиарда. Объем экспорта составил $1,3 миллиарда с ростом на 19,7%. Импорта $103,3 миллиона с ростом на 3,7%, заявил Падалко. Он добавил, что существенную долю российского экспорта, около 23%, составляют товары несырьевого, неэнергетического экспорта. Сотрудничество не должно ограничиваться исключительно торговлей, подчеркнул Падалко. Нужно искать возможности для выхода на реализацию совместных кооперационных проектов. Хорошие возможности для сотрудничества открываются в таких областях, как металлургия, строительство, сельское хозяйство, легкая промышленность, горно-рудный сектор, цифровизация и информационные технологии, призвал вице-президент российской ТПП. Татарстан ведет переговоры о поставках в республику хлопка и трикотажа из Таджикистана. Эта тема обсуждалась в онлайн-формате с участием предприятий легкой промышленности Татарстана и Таджикистана, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга республики. Мы видим большой потенциал в легкой промышленности, поэтому организовали встречу наших швейных фабрик с представителями крупнейших таджикских компаний «Сафир» и «Зарин», сказал замминистра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин. Участники круглого стола договорились организовать в Таджикистане встречу с посещением предприятия «Сафир» делегации Татарстана в конце апреля. В начале марта глава Татарстана Рустам Минниханов побывал в Таджикистане в рамках визита премьер-министра России Михаила Мишустина, и тогда же состоялась его встреча с президентом страны Эмомали Рахмоном. На фоне финансовых потрясений и замедления мировой экономики развивающиеся страны ждут года экономических трудностей. Об этом сообщается в новом докладе конференции ООН по торговле и развитию, опубликованном в среду. Эксперты подчеркивают, что среднегодовые показатели роста мировой экономики ниже, чем до пандемии и даже глобального экономического кризиса. По последним оценкам ЮНКТАД, в 2023 году рост мировой экономики составит 2,3%. Как предупреждают экономисты, из-за высокой инфляции и повышения процентных ставок развивающиеся страны в ближайшие годы недополучат более чем $800 миллиардов дохода. Эти государства также столкнулись с проблемой растущего внешнего долга, ростом цен на продовольствие, превышающим общие показатели инфляции, а также недостатком международной поддержки. По данным ЮНКТАД, 81 развивающаяся страна, за исключением Китая, потеряла $241 миллиард США в международных резервах в 2022 году. При этом многие из них исчерпали свои дополнительные резервы в рамках специальных прав заимствования. Между тем, стоимость заимствования для 68 развивающихся рынков увеличилась с 5,3% до 8,5%. В ЮНКТАД ожидают усиления давления внешних кредиторов на развивающиеся страны.
Эксперты подчеркивают, что критическая задолженность приведет к кризису развития и еще большему росту неравенства. Десятки стран будут платить кредиторам больше, чем они получили в виде новых кредитов, в результате чего сократятся социальные расходы. Виунтат отмечает, что уже сегодня число стран, которые тратят на обслуживание внешнего долга больше, чем на здравоохранение, достигло 62 страны, по сравнению с 34 странами 10 лет назад.